Привет, мальчишки и девчонки! Здравствуйте, уважаемые родители! Вновь вместе с вами программа «Бергаляп Иреник», в которой мы учим слова на татарском языке вместе с вами, нашими участниками. Давайте с ними познакомимся. Сегодня у нас в гостях Эрселя вместе с мамой Надеждой. Здравствуйте! Привет, здрасте! Приветик! Во второй команде у нас Зайнаб вместе с воспитателем Зульфией Нурисламовной и Сянмеса. Здравствуйте! Привет! Привет! Как дела у вас, девчонки? Как дела? Как дела? Хорошо. Нормально? Хорошо. Сейчас мы узнаем о вас поподробнее. Начнем мы с Эрсели. Она, как и любая девочка, очень любит наряжаться, красить ногти, губы, косметика и куклы. Это ее слабость. Она с увлечением красит не только себя, но и своих кукол. Любит играть в дочки-матери. А готовка – это отдельный вид искусства. Печь торты, делать домашнюю лапшу. Она бежит первой, всегда с удовольствием помогает в домашних делах. Очень любит животных, и прежде чем сесть за стол, первым делом кормит кошку. Очень любит ходить в цирк и посещать зоопарк. С увлечением изучает морских жителей при посещении океанариума. Любит петь и танцевать. Эрселя, скажи, пожалуйста, вот какое занятие тебе нравится больше всего? Что ты любишь делать? Что любишь делать? Просто сидеть, молчать? В куклы любишь играть? А какая твоя самая любимая кукла? Расскажи о ней. Эмили. Эмили? Так, а как она выглядит? Как покрашу, так и выглядит, скажи, да? Куколка как куколка, да? С длинными волосами. С длинными. Белые у нее А ты прически делаешь ей? Все резинки туда трачу, скажи, да? Но все резинки только у куколки, да? А каких животных любишь? Расскажи. Кто тебе нравится больше? Кошка. Деревня, да, В Коза? деревне. Как зовут? Мухка. Мурка. А скажи, пожалуйста, сколько тебе годиков? 4. 4, и ты уже такая взрослая. Ух ты, очень здорово. Надежда, скажите, пожалуйста, вот любит она и дома готовить, и животных она любит, и в цирк любит ходить, и косметикой увлекается. Кем станет-то в будущем? Ну, дай бог, кем станет, тем станет. Самое главное, что пускай растут здоровенькими. Это самое главное. Ну, может, она визажистом будет. Эрселя, а ты когда вырастешь, кем хочешь стать? Кем будешь работать? Еще не знаешь пока? Нет, ну обязательно узнай и нам скажи, ладно? Мне позвонишь по телефону и скажешь, хорошо? Хорошо. Вот такие глаза, потому что мы пришли в большую студию, где ничего не понятно, все какие-то большие, и все время задают какие-то вопросы. Да? Знакомимся со второй нашей героиней, ее зовут Зайнаб. Она очень любознательна, и поэтому самое главное слово в ее лексиконе – это «почему». Почему Луна едет за нами? Почему сейчас утро? Почему мы пришли сюда? От этой же любознательности она любит заниматься всем на свете, тискать кота. Непременно за хвост и усы, конечно. Ездит верхом на собаке, любит посыпать мукой все доступные поверхности, стола и не только. Ей всегда нравится быть в центре внимания, поэтому аплодисменты – это не блажь, а жизненная необходимость. Тогда давай мы тебе поаплодируем, раз ты так это любишь. Зайнаб, а ты уже думала, кем станешь, когда вырастешь? Я стану продавцом. Продавцом. А что продают-то? Что делают продавцы? Продают вещи. Вещи. Какие? Ты продавцом чего будешь? Одежды, косметики. Косметики будут. Косметики будешь. А какая косметика у тебя есть? 2 даже. 2 косметики? Угу. Ой, ты такая тут красивая на фотографиях, да? А скажи, пожалуйста, вот ты любишь аплодисменты, когда тебе хлопают. А почему? Потому что громко. Потому что громко хлопают, да? Просто нравится. Зульфия Нурисламовна, скажите, пожалуйста, чем она так уникальна, чем она на себя вот притягивает внимание? Она вообще уникальный такой ребенок, спокойный очень ребенок, очень жизнерадостный. Милая просто девочка, которая притягивает к себе только положительные эмоции, и все. Что я могу еще сказать про эту девочку? Ну, здорово. В дальнейшем я вообще думала, что она будет певицей. Она сказала продавцом. Но видите, как мнения иногда взрослых и детей расходятся. Зайнаб, а сколько тебе лет? Это сколько? 4. 4. Ты настоящий рокерша, что ли? Музыку любишь? А петь любишь? Господа, у нас песня в исполнении Зайнаб. Слушаем внимательно.
Я уеду жить в Лондон, я уеду жить в Лондон, я уеду туда, где большая вода, может быть навсегда. Ой, супер, классно! Давайте. О, the leaves. Давайте. Falling. Да. All the leaves are falling down, orange, yellow, red and brown. All the sea as they true, all the other way you. All the leaves are falling down, orange, yellow, red and brown. All the sea As they do, all this are you. Great, thank you so much, dear girls. Ну что, а теперь готовы учить слова на татарском языке? Да. Тогда мы желаем вам удачи и, конечно, начинаем нашу программу. Тема сегодня – зимние забавы. Это первый тур нашей программы. Вкратце напомню правила. Мы записали наших мальчишек и девчонок, которые говорят о различных вещах, предметах и явлениях, связанных с различными зимними забавами. Ваша задача, уважаемые дети, уважаемые взрослые, а вы сегодня большие помощники наших участниц, угадать, о чем идет речь. За каждый правильный ответ ваша команда получает 1 балл. С кого начнем? Кто будет первым отвечать? Так, Зайнаб, давай. Смотрим внимательно. Это может быть из пластмассы или из дерева летом, а зимой делают из снега. Это может даже быть сугроб. Бывает, в один день его нет, а на другой уже появился. Все зависит от снега. Чтобы там кататься, нужны санки или ледянки. Можно его покрыть водой, чтобы лучше каталось. Они бывают высокие и низкие, крутые и пологие. Они еще бывают на детских площадках. Итак, Зайнаб, как ты думаешь? Горки. Горки, молодец, это горка, правильный ответ. Горка по-татарски тау. Запомните, пожалуйста, это слово. Мы продолжаем. Эрселя, готовы отвечать? Готовы смотреть вопрос? Давайте, смотрим все вместе. Этим местом может быть речка или озеро. На нем можно устраивать танцы. Есть такое шоу со звездами. Это место, куда может поместиться много идей. Это место может быть под крышей или на свежем воздухе. Его поверхность иногда покрывает снег, и мы его чистим. Там можно находиться даже без специальной обуви. Все равно будет скользко. Для создания этого места требуется только 2 вещи. Это вода и холод. Итак, Эрселя, как ты думаешь, где мы зимой катаемся на коньках? Каток. Каток. Молодец, сама справилась с этим заданием. Это каток. Каток по-татарски шугалак. Зайнаб, смотрим внимательно на вопрос. Это как кролики, но зимние. Их нужно шнуровать и быть аккуратными, чтобы никого не баранить. Эту обувь только можно в определенных местах носить. Бывают такие, которые можно под свой размер обуви построить. Раньше лезвия от них завязывали на валенки. На них нужно уметь держать равновесие и чуть гибать коленки. Коньки! Я даже не успел сообразить и как-то переспросить. А она уже дала правильный ответ. Молодец, умница. Коньки по-татарски тимер-аяк. Тимир-аяк, запомните, пожалуйста. Итак, еще один вопрос будет у нас для Эрселя. Готова? Смотрим внимательно. Могут быть из пластика или из дерева. У них есть палочки. Иногда эти палочки используются без них. Кончик нос у них изогнутый. На нем катаются дети. Взрослые, даже малыши. По ним бывают соревнования. Мы катаемся на них всей семьей. В руках нужно носить аккуратно, вертикальным положением. Можно катиться с горки. Фиу! Фиу. Итак, Эрселя, как ты думаешь? Лыжи. Лыжи. Правильно. Молодец. Умница. 1 балл достается тебе. Лыжи по-татарски щанга. Итак, на очереди у нас следующий вопрос. Его мы смотрим все вместе, а вот кто будет отвечать, мы спросим у Дедушки Мороза. Хорошо? Смотрим внимательно.
Их готовят летом, а телегу зимой. Их мало кто использует. Они бывают в решеточку, в разноцветную. Обычно их делают из дерева. Я заменила их на салазку. Их можно использовать как тележку. Еще они похожи на двойные коньки. Я знаю, что в первую очередь их использовали как повозку для лошадей, а только потом для развлечения детей. Итак, уважаемый Дедушка Мороз, выбери, пожалуйста, команду, которая будет отвечать. Дедушка Мороз выбрал у нас, Эрселя, тебя, поэтому давай. Как ты думаешь, о чем говорили детки? Санки. Точно? Подсказали? Да? Ничего страшного. У нас можно подсказывать, у нас добрая игра. Это правильный ответ. Молодцы. Санки, по-татарски щона. Щона, да, все очень просто. Итак, все. Вопросы первого тура закончились. Мы готовы подвести итоги первого тура. Итоги, уважаемые зрители, вы видите на своих экранах. Ну а мы продолжаем нашу программу. Мы продолжаем нашу программу. Давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Эрселя, как будет по-татарски горка? Тол. Молодец. Зайнаб, как будет по-татарски каток? Сугалак. Шугалак, умница. Эрселя, тебе слово коньки. Тымыряк. Молодец. Зайнаб, переведи, пожалуйста, слово лыжи. Санге. Шанга, именно так. Эрселя, тебе слово санки. Щона. Хорошо. Повторили мы с вами слова, которые выучили в первом туре. Переходим во второй. Девчоночки, прямо сейчас на экране появится 9 окошек. В этих окошках будут те слова, которые мы сегодня выучили. Ваша задача запомнить, в каком окошке какая картинка находится. Хорошо? Итак, если вы готовы... Готовы? Я готова. Молодец. Эрселя, ты готова? Умница. Итак, смотрим внимательно на экран. Вот в таком порядке будут наши картинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. До 9 считать умеем? Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Умница. Вот в таком порядке будут наши картинки. Сейчас мы их откроем, и у вас будет время, чтобы их запомнить. Итак, время вышло. Сейчас будем проверять, как хорошо вы все запомнили. Эрселя, начнем с тебя? Давай, Роза. Да? Да. Итак, скажи, пожалуйста, где находятся коньки? Под какой цифрой? 3. 3. Давайте открывать цифру 3. Проверим с вами. Умница! Молодец! Угадала! Зайнаб, скажи, пожалуйста, где находится горка? Под какой цифрой? Ну-ка. Под какой цифрой? Горка. Ребятки там спускались с горки. 8. 8? 8. 8. Пожалуйста, нам цифру 8 открывайте. 8. Там горка, ребята скатываются. Молодец, умница. Эрселя, где находится каток? Под какой цифрой? 2. 2? Мама, согласна? Да. Хорошо, совершенно. Открываем цифру 2, проверяем. Там находится каток. Молодцы. А любите кататься на коньках? Люблю. Зейнеп, следующий вопрос для тебя. Где находятся лыжи? Под какой цифрой? Давай вспомним с тобой. 6. 6. Тебе подсказали или сама вспомнила? Подсказали. Подсказали. Ну ладно, ничего страшного. Открываем цифру 6. Там находятся лыжи. Умницы. А вот сейчас мы узнаем у нашего Дедушки Мороза, кто будет отвечать на следующий вопрос. Дедушка Мороз, скажи нам, пожалуйста. Итак, у нас отвечает на следующий вопрос Зайнеп. Скажи, пожалуйста, где находятся санки? 7. О, как громко! Я аж оглох. Давайте откроем цифру 7. Там находятся санки! Молодец! Зарабатываешь 1 балл. Итак, второй тур закончился. Все, больше таких вопросиков не будет. И пора подвести итоги. У нас пока ничья.
А это значит, что третий тур будет очень-очень интересным. Оставайтесь вместе с нами. Мы продолжаем нашу программу. Давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Горка, тау, каток, шугалак, коньки, тимирояк, лыжи, щонга, санки, щона. В третьем туре нас ждут загадки, ребусы. На экране появятся 3 картинки. Все они так или иначе связаны только с одним словом, которое мы сегодня выучили. Ваша задача, девчонки, уважаемые взрослые, угадать, что объединяет 3 картинки. Хорошо? Итак, Эрсель, с тебя начнем. Внимание на экран. Расскажи нам, пожалуйста, что ты видишь на экране. Лед. Лед. Еще. Пакет. 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 И что еще? Ватрушка. Ватрушка. Как ты думаешь, какое слово объединяет лед, пакет и ватрушку? Горка. Так. Пакет как с горкой может быть связан? Ну, можно же на горке кататься на пакете. Конечно. И на ватрушке, да. Да, и на ватрушке. Какое слово это было, помнишь? Тау. Горка. Правильно, молодец. Умница. 1 балл достается тебе. Зейнеп, готова? Да. Сейчас будет для тебя картинки. Смотрим внимательно на экран. Итак, что мы здесь видим? Коньки. Это уже ответ, да? Хорошо. Хорошо, я его принимаю. Теперь нам нужно понять, почему коньки. Что это за дяденька, знаешь? Знаешь этого дяденьку? Спортсмен. Спортсмен, да. Фигурист. Фигурист. Фигурист, да. Евгений Плющенко, олимпийский чемпион по фигурному катанию. Дальше, что там внизу у нас, Зайна? Что это? Шнурки. Шнурки, хорошо. А вот это вот острое. Знаешь, что такое? Лезвие. Лезвие, конечно. И это все связано с чем? С качками. С коньками. Умница, молодец. Это правильный ответ. Олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Конечно, шнуруем мы коньки, у которых очень острые лезвия. Вы молодцы, девчонки. Устала? Все, мы заканчиваем уже программу. И, конечно, я готов объявить результаты нашей сегодняшней игры. Сегодня в нашей игре побеждает Эрселя и побеждает Зайнеп. Вы молодцы! Ну и, конечно, всем мы даем подарки. Нашим участникам мы дарим памятные подарки от программы «Бергаляп и Ряник» и, конечно, детского телеканала «Шаян ТВ». Я думаю, что вы с теплотой будете вспоминать нашу встречу. Ждем вас еще в гости. Девчонки, придете к нам? Да. Мы вас ждем, уважаемые взрослые. Давайте им похлопаем, они большие молодцы. Ну а на сегодня нам с вами пора прощаться. Учите языки, но никогда не забывайте свой родной. Еще раз, ханга кадар сау булыгыз!